Sovet'in hayırlı ilimler olması bizim de bu programı boyunca bu indi kursava işlerini yönetiminde kurs işlerini topçuluğu bula temin de kalınmış. Şimdi böyle işte programı tutun. Makura buna bunu geliştirenler bütünümüzde kırıp bütünümüzde zırlanıp kilo üstümüzde buluşup eğer de indi bu işlerde olmasa indi onun lezzeti de olması, temi de olmasıydı. Şu an Kore'ye indi bütünümüzde bugün tümde minarfa biru mecburi. İndi Allah Teala size umutlar nasip etsin. Başkalarımızda da evetine tapşırıp ezilerine şimdi inşallah evetler tapşırıp birlikte bizim de var buradaki şey olur. Şu an Kore size bir şekilde hukukumuzda kileşik kıyılmış. Şunun bilen indi köp bizning ma'lumotlar bo'yicha Qur'on bilan davolaw indi kishilikda gel qabatlanib keldi, ammo lekin endi ul aldagi vaqtlarda bek ko'rinmaydi. Chunki hozirgi ilm bilan meditsina ilkasida ishlovchilar borsada endi dorilar bilan davolarga tirishdilar. Ham shuning bilan ishning ahamiyati bo'lib, shu Qur'on oyatlarining, Qur'on suralari ham oyatlarining kishiga ta'sir etüyor. Hem de indi her bir şiirinin de, her bir avurtunun da Allah'a Teala'dan ikanin ispatlav, hem de indi delillep bu iş başkarıldı. Çünkü köpkene medisina ülkesinde davalanıp da kişi sınına hatlı isenlik olmaska mümkün. Ama da lakin indi anın bütün şarikatga to'g'ri getirip, bütün dris getirgen sureler bilen, ayetler bilen kişini davalaganda kişi sıhhatlene к вашему рассмотрению проектная работа создания семьи. Хвала Аллаху Всевышнему, который сделал нас из общины мусульман, и благословение нашему учителю, господину Мухаммаду, благословитель Аллах приветствует. В начальной части во многие века структура нашего общества, жизненный семейный уклад каждого человека определялся религиозной основой, на основе религиозной морали. Но в течение 70-80 лет, это наблюдается в России, произошло ослабление религиозных устоев, что привело к падению морали, расшатыванию устоев в семье, и что в дальнейшем привело к увеличению количества разводов. Характеристика процесса памяти, запоминания. Первоначальная форма запоминания, так называемые непреднамеренные или непроизвольные. Уважаемые члены комиссии, темой моей курсовой работы является радикалы в исламе, явления, препятствующие распространению религии Всевышнего. Курсовая работа состоит из двух глав. В первой главе было исследование традиционный ислам. Здесь были рассмотрены два раздела, а именно традиционный ислам и необходимо исследовать мазхабу. Вторая глава исследует радикалы в исламе. Эта глава состоит из 3 разделов. Первое — изменение в исламском мире, причина раскола. Второе — основное течение в исламе. Третье — радикалы в исламе, явления, препятствующие распространению религии Всевышнего. После завершения исследования всей темы было сделано заключение. Актуальность этой темы заключается в том, что еще посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: кто из вас будет жить после меня, увидит много разногласий. Так вам надлежит придерживаться моей сунны и сунны праведных ханифов после меня. Держитесь за них, вцепившись зубами. Benim kursav işimden темасы Урусяшуклай yazılan научно-технический прогресс как разрушительный фактор духовности человека. Шуңа күрә дә бу бик зур бүгенге көндә бик таләп ителгән тема, бик зур гыйлемнәр, бик зур эшләр эшли торган алдагы көндә. Шуңа күрә дә әгәр дә инде минем язган бу курсовой эшем кичкенә генә булса да бу эшкә файда китерсә, мин Аллаһның рәхмәте белән риза булыр идем. Bu kursava eşinin yazılımının maksatı bugün günde bulgan bu problemin aktual buluğu
һәм бүгенге көндә ул проблемадан инде юллар, чыгу юлларын эзләү, һәм дә инде икенче яктан бу Коръән, Сөннәт, хадисләр аркылы безнең ислам динебезнең алда көннәрдә ничек үзен ислам дине буенча ничек халык белән бергә барырга, нинди конфликтный ситуацияларда анда конфликтный ситуациялардан чыгарга. Темой моей курсовой работы является разделение сур и аятов на микканские и мединские. Курсовая работа состоит из 2 глав. В первой главе был исследован микканские и мединские суры и аяты. Здесь были рассмотрены 3 раздела, а именно первый раздел – разделение сур и аятов на микканские и мединские. Второе – определение микканских и мединских сур и аятов. Третье – хронология Корана. Вторая глава исследует особенности сур и аятов. Эта глава состоит из 5 разделов. Первое – особенности микканских и мединских сур и аятов. Второе – особенности тематика и стиль микканских сур и аятов. Третье – особенности тематика и стиль мединских сур и аятов. Четвертое – признаки микканских сур и аятов. Пятое – признаки мединских. Больного в вопросах омовения и намаза в ханафитском мазхабе. Курсовая работа состоит из 2 глав. В первой главе рассматривается тема положения больного в вопросах омовения. Вторая глава рассматривает положение больного в вопросах намаза в ханафитском мазхабе. Актуальность темы заключается в том, что ислам является ведущей религией и интерес к нему растет с каждым днем. Особенно люди начинают задумываться о законах Всевышнего, когда их постигают трудности, такие как ухудшение здоровья, потери близких людей, уменьшение пропитания и так далее. В наши дни также большое количество людей не придерживаются веления Аллаха, ссылаясь на их неудовлетворительное состояние их здоровья. По этим причинам изучение правил ритуального очищения и выполнения намаза в положениях больного относится к важнейшим заповедям нашей религии. Объектом исследования является фикх исламское право. Целью курсовой работы является исследование правил омовения и намаза для людей с ограничением по состоянию их здоровья. Практическая значимость данной работы заключается в том, чтобы научить мусульман в положении больного правильному выполнению условий омовения и намаза. Теоретической основой данной работы послужили работы таких авторов, как Ахмад Хадимов, Максуди, Мухаммад Ашик и другие. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые члены комиссии, темой моей курсовой работы является сунна намаза в ханафитском мазхабе. Курсовая работа состоит из 2 глав. В первой главе были исследования намаз. Здесь были рассмотрены 3 раздела. Значение намаза в исламе, столпы намаза и описание намаза. Вторая глава исследует сунну намаза в ханафитском мазхабе. Эта глава состоит из 4 разделов. Это коррективная молитва, необходимые действия намаза, рекомендованные действия намаза и исправление намаза. После завершения исследования темы, всей темы было сделано заключение. Актуальность темы курсовой работы намаз является вторым столпом ислама. После произнесения формулы исповедания веры, означающей принятие ислама. Совершение намаза является признаком наличия мусульманина веры в Аллаха и поклонения Ему. Ислам на данный момент является ведущей религией, и интерес не растет с каждым днем. Количество мусульман увеличивается. Многие люди, которые хотят встать на намаз, не знают правильный порядок выполнения данного поклонения. Это важное поклонение требует от нас, чтобы мы совершали его правильно, соблюдая все требования и порядок.